Добрый вечер, друзья! Я Петр Цыпанин, программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Как обычно, мы находимся в гастростудии ресторана «Мусхая» у нашего друга Семена Дарбахова. Семен, приветствую. Здравствуй. Да, и к нам в гости сегодня пришел Дворников Кирилл, практикующий нутрициолог. Я правильно назвал? Да. Да, Кирилл, приветствую и да, приятно познакомиться. Сразу первый вопрос. Это что такое вообще? Ну, это специалист по рационализации питания. Ага. В наше время очень много мифов существует о питании, как нужно питаться, как стоит там, питаться для того, чтобы похудеть, чтобы набрать массу, да. И вот существует такая профессия, как нутрициолог. Это человек, который помогает людям добиваться их целей. Ну и делать питание более рациональным. То есть. Ну, то есть человек ставит перед собой какие-то цели для того, чтобы, скорее всего, это же связано, с массой, с набором, со сбросом или как? Или это что? В общем, вообще это связано со здоровьем. Ага. Да, это связано со здоровьем, чтобы поддерживать более такое здоровое питание. Вот, но не в плане ухода там, в какое-то правильное питание, да, либо какую-то диету, а вообще, чтобы, когда человек питался, он получал полное количество макронутриентов в первую очередь и микронутриентов, витаминов и минералов. Вот. Так, ты употребил слово диета, да? Значит, есть же диетологи, скажем так, они всю дорогу были. Да? Да. Я знаю, там, Советский Союз, там, диетолог, там, да, диета номер 1, диета номер 2 и все такое. Чем отличается диетолог от нутрициолога? Разница диетолога и нутрициолога заключается в том, что диетолог – это человек, который лечит людей. У него медицинское образование, и он выписывает конкретную диету для того, чтобы его вылечить. То есть, допустим, у человека какие-то проблемы, допустим, сахарный диабет и все такое, то есть ему конкретную диету. Да. В связи с его болезнями, чтобы человека сделать. Да, Вот так, то есть гармонию сил. диетолог может выставить диету, исходя из его болезни. То есть выстроить такую диету, чтобы он лечился. Нутрициолог немного по-другому работает. Мы не лечим людей. То есть мы не лечим там какие-то заболевания ЖКТ и тому подобное. Мы занимаемся тем, что делаем питание более рациональным, и чтобы люди, обучаем людей либо худеть, да, либо набирать массу. Вот. Хорошо. Вот мне немножко шпаргалочка есть, да? Ты был фитнес-тренером, да? Каким-то образом ты же пришел, специальное образование получил нутрициолога, да? Да. Академию закончил целую. Да. Да, а почему именно решил этим заняться? У тебя самого, может, проблемы были? Я шучу. Нет. Или как? Что случилось? У меня лично у самого никаких проблем не было. Просто в один прекрасный момент я понял, что я хочу давать конкретный результат людям. Чтобы когда человек ко мне приходил на тренировки, занимался со мной, и он получал то, что он хотел. Потому что, на самом деле, 80% людей, кто приходит в зал, начинает тренироваться, у них простой запрос, они хотят похудеть. Да. Скорее всего, да. Да. Особенно девушки. Особенно, да, и парни тоже, на самом деле. Да? Да, вот. И за счет питания как раз-таки можно сделать так, чтобы и тренировки в кайф были, чтобы не было каких-то убийственных тренировок, чтобы было все спокойно, да, человек с удовольствием тренировался. И выстроить таким образом питание, чтобы не было там совсем голодно, и человек добивался своих результатов. То есть человек... Целая наука. Целая наука же получается, Да, да? То есть, наука. я так понимаю, что физиологические особенности же у каждого человека разные. То есть, Да. кому-то сколько-то калорий надо, у кого-то там жир не перерабатывается, у кого-то там белков чуть побольше надо, массу набрать, собрать и все прочее. Вот получается, ты даешь, грубо говоря, информацию для нормы его же тела, да? Вот типа Чтобы он калории, получил На самом питание. деле, то, что он на хочет. самом деле, в первую очередь я получаю информацию. Перед тем, как выдать что-то, какое-то свое заключение уже. Мы делаем там недельный тест-драйв, да, как я это называю. Я смотрю, как человек питается, смотрю, какие у него привычки, какая у него активность. А только потом я уже могу дать какое-то заключение, сказать, для того, чтобы ты получил свой результат, тебе нужно делать то-то, то-то, то-то. Короче, перестань пить колу и сникерс кушать каждый день. Да, на самом деле, грубо говоря, на самом деле, нет. Смотришь на за его самом жизнью, деле можно оставить и колу, и сникерс в ежедневном рационе и добиваться своих результатов
нормально, полноценно. Но твои клиенты могут же быть и профессиональными спортсменами, скорее всего, да? Либо и обычные люди тоже. Да, конечно, и обычные люди, ну, в большей степени, ну, подавляющее большинство людей это обычные простые люди, которым... Которые пришли, и какие-то проблемы есть, на их взгляд, и Да. они решили их устранить. Да. Ага, ну, надо же так. Ну, да. Так, мы немножко отошли от темы, зато мы узнали, что такое нутрициолог. Вот. Твой главный вопрос. С чем ты пришел, да? Да, и теперь самый главный вопрос. С чем ты пришел? Я всегда обычно это первый вопрос всем своим гостям вначале задаю, да, но я знаю, с чем ты пришел. Ты сказал, что это не слишком много времени занимает. Да. Да, ты будешь готовить. Я буду готовить пасту с морепродуктами. Так, Ну что ж, с чего начинаем? Ну, для начала нужно поставить воду, вскипятить, для того, чтобы сварить здесь макароны. На максималочку в воду. Да. Как только вода закипит, мы засыпем туда макароны. Получается, ты предварительно ее хочешь посолить, да? Да, сейчас я предварительно посолю ее. Воды достаточно много. Так, это у нас соль, походу. Так, и надо ложку. Ложку надо. Держи. Спасибо. Посолим ее. Люди привыкли ложками отмерять, да? Я вот так. Нет, на щепотку я как бы тоже солю, но если я солю какой-то, ну, например, сейчас мы сковородку поставим, сковородку я буду щепотками солить. Да. А ложкой в кастрюлю по-любому ложкой. Так, дальше что у нас? Получается, ты принес еще у нас, ну вот, макаронные Да, изделия. сейчас мы будем жарить еще, параллельно этому будем отжаривать морепродукты. Морской Морепродукты у нас коктейль, уже да. готовые, стоят, отмытые. Морепродукты у нас Воду слить, да? готовятся очень быстро. Да. Давай, пока вода вскипит, мы, может, что-нибудь подготовим, чтобы было. Да, конечно, нужно будет сейчас нарезать помидоры кубиком и брокколи на более мелкие части. Соль у нас тут кусочками. Кирилл, опять же таки традиционный вопрос, который я всегда задаю, да. Расскажи немножко о себе, да. То есть ты спортсмен, ты фитнес-тренер, да, а стал нутрициологом. Ну, то есть Да. ты откуда сам родом? Немножко. Я родом с города Якутска, родился и вырос в этом городе. И с 2000 года, даже, наверное, раньше у меня началась моя спортивная жизнь. То есть с самого детства нас родители с братом отдали на тайский бокс. Ага. Да, и всю школу мы прозанимались тайским боксом вплоть до его окончания. Потом поступил в институт и как-то забросил это дело. Во время института как бы спорт был в моей жизни, но так, на фоне, можно сказать, просто. Какой институт? Я закончил институт МВД Российской Федерации. Ух ты. Да, закончил его в Хабаровске, но работать по профессии не стал. Как только я закончил институт, получил звание офицера, лейтенант полиции. Традиционная история. Всегда же так. Я физик, а вроде как телеведущий. Да. Да. Прилетел в город Якутск сюда и сразу же в первый день написал рапорт о увольнении. Ух ты. Ну, потому что я понял, что эта работа не для меня, и посвящать свою жизнь такой работе я точно не хочу. Вот. Ну, конечно, многие люди там остались, конечно, для многих эта работа подходит и по душе, но я вот для себя сделал такой выбор, что работать там не хочу точно. Вот. И как-то начал потихоньку, постепенно переходить в сторону спорта. В самолете сделал выбор, да? Грубо говоря, да? В самолете летел, я так подумал, да, все-таки нет, да. Ну, не пожалела о потраченном времени? На самом деле вообще ни капли не пожалел, это опыт. Это очень хороший опыт, у меня очень хорошие друзья сейчас, получается, по всему Дальнему Востоку. В какой город бы я ни приехал, у меня есть хорошие друзья, потому что за время учебы в институте сформировались там определенные связи с людьми с Уссурийска, с Владивостока, с Сахалина, то есть с самого Хабаровска. Прям, там учились люди, прям реально практически с каждого уголка Дальнего Востока. И куда ни приедешь, можно встретить знакомого где-то, посидеть, пообщаться, что-то пообсуждать. Даже, многие люди уехали там куда-то в другие города, например, там, в Крым или еще там в Москву уехали. То есть, таким образом, за эти 5 лет они очень хорошо сказались. Да, однокурсники. Да. Вообще ни капли не пожалел. Итак, ты приехал в Якутск, подумал, что, оказывается, надо поменять сферу деятельности. Да. И И начал заниматься спортом. И как-то занимался, и мы были знакомы уже с Кириллом Соболевым, который руководитель спортивного клуба «Спортбаза». Вот, он заметил меня, то, что я тренируюсь, постоянно выкладывал в Инстаграме свои тренировки, как я тренируюсь, что делаю. И предложил мне пойти работать в этот клуб. фитнес-тренер. Да, фитнес-тренером, тренером именно по кроссфиту.
по моему направлению, в котором я тренировался. Мгм. Ну, на самом деле, я очень долго думал. Где-то полгода я принимал это решение, тренироваться начать, не тренироваться. Ну, начать ли людей тренировать, точнее. Вот, или нет. Потому что мне было страшно. Первое время казалось то, что работать с людьми это очень тяжело. Одно дело уметь выполнять движение, да, какое-то определенное, либо выполнять там что-то там очень сложное. А совсем другое дело это обучить другого человека этому делу. Да. Люди опять же разные все. Кто-то слабенький, кто-то сильный уже так, да, ему побольше нагрузки надо и все такое. Да, конечно. Ну вот именно и этого я как раз таки и боялся, то, что я не смогу обучать людей, то, что я сделаю что-то не так, что там у меня люди получат травму какую-то, или, да и вообще, то, что работа там... Или отзывы будут говорить, да, он вообще нифига не тренер, да, не иди к нему, да, ну, Да, тоже да. же может же быть, Конечно, да? конечно. Да. Практически ты, получается, ну, как, у тебя было образование тренера? Нет, изначально, Получается, изначально нет, у меня да. образования тренера Ага. никакого не было. Вот и про это. Ну, вообще, вот это направление кроссфит, оно в то время вообще развито не было. Только начиналось. Оно да? только-только начиналось, и наш клуб, спортбаза, только, ну, один из первых, кто вообще здесь его начал преподавать. Вот, поэтому тогда и с тренерами было тяжело, и с обучением тяжело было. Прям, чтобы получить какой-то сертификат о том, что ты тренер, да, именно по этому направлению нужно было очень-очень много проделать, потому что, ну, это не развито было на тот момент. Ну и сам должен быть, да, нужно все уметь. Да, кстати, это один из тех причин, почему я боялся идти работать тренером, то, что мне казалось, то, что я сам еще ничего не умею толком, я еще не настолько крутой, накачанный там и сильный для того, чтобы выходить работать. Мне казалось... Выносливый. По-моему, кроссфит там больше про выносливость же, да? Там же лесенки и все прочее. Я, как бы, может, ошибаюсь? Нет, на самом деле это вид спорта, который тренирует все абсолютно. Это представители там каких-то единоборств, да, называют кроссфит какие-то круговые, просто тренировки на ушатывание. На самом деле кроссфит это намного глубже. Это ты там тренируешь и силу, и выносливость, скорость, координацию. То есть очень-очень большой, обширный список тех элементов, которые ты себе улучшаешь и делаешь сильнее. Ну, то есть ты практически, получается, как десантник, короче. Да, Все должен быть. универсальный атлет, да. Универсальный атлет, да. В кроссфит входит больше 14 видов спорта. А, Да, самые такие тогда я вот, основные. видишь, не знал, оказывается, это до конца. Первые мои соревнования, которые были, они проходили, по-моему, в 2017 году. Первым заданием там был бассейн, плавание. Да, там что-то, ну я не буду сам комплекс говорить, да, но на тот момент, когда я проходил эти первые соревнования, я вообще плавать не умел. Так, ладно. Как бы я умел плавать, но по-деревенски, в размашку. В размашку вот просто, так, да, да, вот да, так. да. И как бы, ну, естественно, когда я в первый раз пришел в бассейн, нырнул туда, и мне вот эта дистанция в 50 метров показалась просто адовой. Я думал, то, что я вообще не справлюсь, не смогу ничего сделать. Я проплыл пол бассейна, вынырнул, у меня вся дыхалка сгорела. Я сижу и думаю, может не выступать на соревнованиях, может быть, ну, отойти от этого. Но потом посидел и, ну, все-таки вышел, выступил. Ну, не первое место, конечно, занял, но хотя бы прошел всю дистанцию, и, ну, это круто. На самом деле, вот нет, это 14 соревновательность- видов спорта это очень много. Да, туда входят, ну, основные такие виды спорта. Тяжелая атлетика, гиревой спорт, Да, с работы с массой. да, Да. гимнастика, работа с собственным телом, ну, и даже велоспорт туда входит, там, бег и тому подобное. То есть очень много видов спорта. Ну и да, и пауэрлифтинг – это основной компонент, который проходится вообще во всех тренировках. То есть базовые движения, такие как жим лежа, Да, приседания, жим, всё. становая тяга, там тоже все делается, постоянно делаем на тренировках. А там уже, получается, соревнования, ну, то есть по весам, конечно же, да? Ну, по весовым категориям. Весовых категорий нету. Вау. Да, весовых категорий там нету, потому что, ну, например, представь, большой человек, он может поднять, например, большую штангу, Да. но для него будет выходы силы на турнике делать тяжело. Ну, то есть Вот. где-то тут, ну, то есть это многоборье получается, да? Да, Типа. да. И то есть большой человек будет выигрывать на штанге, маленький человек будет выигрывать на турнике. Вот. Но на самом деле самые такие элитные атлеты, они на середине находятся. Между маленькими и между Ну, не слишком большие, не слишком маленькие. Да. Самая элита, самые такие чемпионы по кроссфиту, они средние. Крепкий середнячок. Но если смотреть как бы с точки зрения обычного человека, обывателя, который спортом не занимается, то
вот этот атлет, который средний, между большим и маленьким, будет казаться таким здоровым. Вот. Ну, а ты где находишься? Да я даже не знаю, если честно. Да? Если честно, но именно соревновательный кроссфит для меня он закончился в 2018 году, когда я уже полноценно ушел в тренерство, перестал выступать и начал То есть ты преподавать. полгода колебался, все-таки принял решение и как бы уже понял, что Да. не, я все-таки красавчик, пойду-ка и тренировать, да? Ну, не так это, конечно, было, но примерно так, да. Не, ну ты понял, уже внутренняя какая-то уже сила была, что ты понимал, что не, оказывается, все-таки смогу. Да? Да, конечно. Ну но и всё друг, равно наверное, помогал, да? вот эти Это тренировки? очень сильный выход из зоны комфорта был для меня, потому что, я с людьми никогда не работал, вообще такой работы не было. Ну и, конечно, да, Кирилл очень сильно помогал мне. Не, ну это же как бы и моральная, и психологическая какая-то ответственность все равно. Людьми работать же это многие могут, а многие и нет. Там же контакт налаживать нужно, разговаривать каким-то образом, да? Да, тут надо быть одновременно и психологом, Да, и я про тренером это, да. каждому человеку, потому что у нас тренировки Подход, были да. групповые тренировки были, поэтому каждому человеку нужно искать свой подход, Да. что-то как-то сделать так, чтобы люди ходили к тебе тренироваться и не было такого, что купили абонемент, потренировались, и все, абонемент закончился, они больше не пришли. Вот, задача как бы работать так на удержание людей, чтобы давать им максимальную пользу. Вот. Так, Вода вода у нас Так, закипела. да, вода закипела, давайте закинем туда макароны. Макарошки. Сразу Всё? лопатку передай. Все будешь? Да, все закидывай. Да, конечно, все закинем. Все, ну, съемочная группа большая, потом все сидим. Да. Даже если По-любому. Так, останется. смотри, Так, я это немножко подрезал, обсушил. Ага. Помидоры. Дальше что у нас? Мы Так, чеснок добавим? Пару Теперь зубчиков? нужно... Нет, чеснок можно не добавлять. Давай один всё-таки для вкуса. Для вкуса, в принципе, можно, да. Нужно теперь натереть сыр. Сыр у нас пойдет по конце. В самом конце? Да. А так, конечно, спорт, он был вообще всегда по моей жизни. Всегда, как родители нас отправили там. До тайского бокса еще были, кстати, бальные танцы 2 года. Мы с братом ходили вдвоем, нас надолго не хватило, потому что, не знаю, в то время такие времена были, то что надо было быть, типа, красавчиком. Да, и у нас самая такая мотивация не тренироваться была. Мы всегда с братом говорили родителям, а что мы, если на нас нападут, мы что, танцевать будем? Типа, нам драться надо. Танцуя так и уйти, да? Да. Вот, и потом что-то случайно увидели соревнования по тайскому боксу по телевизору. Где-то с Таиланда съемка была, я не помню. Это же какая очень передача. жесткая же. Да, и Одна из всё. самых жестких, по-моему. Мы с братом загорелись, все, мы хотим туда ходить. Нашли тренера и начали тренироваться у него. Вот всю школу, все школьное время протренировались. Спарринговал уже, да, по тайскому? Или в соревнованиях не участвовал? Нет, в соревнованиях-то участвовал, очень много соревнований Да? прошел. По тайскому боксу, по боксу, по кикбоксингу, по тэквондо. То есть прям очень-очень много соревнований охватило уже на данный момент. Я просто Получается, сейчас- ты базу того и того понемножку понабрал, да? Да. Я помню первые мои соревнования. Мне было тогда, 3 класс, я в 6 лет в школу пошел, 9 лет мне было. На первых соревнованиях, когда мы вышли, я вообще на ринг не хотел выходить, я со слезами, меня просто вот так вот ребята вытаскивали, старшие, типа, давай, ты чё? Я плакал, вот так весь в обмундировании вышел, но, естественно, этот первый бой проиграл. И это дало мне очень сильный заряд на то, чтобы тренироваться дальше, чтобы в следующий раз выйти и начать побеждать. Прошло буквально там пару лет, и уже появились первые медали, там, первые победы, и соревнования уже не были таким стрессом, выходил спокойно и как-то легко. Значит, силы духа хватает. Но у меня как-то всегда так по жизни, когда становится трудно, когда у меня руки начинают опускаться, это мне дает как бы наоборот прилив сил и энергии, мотивацию дает для того, чтобы развиваться, а не для того, чтобы дальше уходить вниз. Как-то вот, не знаю, по жизни всегда так было. И приходят там моменты уныния, но эти моменты уныния, наоборот, плюсуют очень хорошо. Так, надо нам поставить уже морепродукты, да, жарится. Пожалуйста. Будем жарить на масле растительном. Есть оливковое. Для жарки подойдет? Пойдет. Давайте оливковое, это даже лучше будет. Получше, да, будет. Вот. Много не надо, вот этого прям вполне достаточно, больше не надо. Есть чем размазать? Нормально сейчас будет. Ага, Лопаточка? всё хорошо. Лопаточка. есть? Вторая лопаточка есть. Давай лопаточку. Можешь лучше, давай. Да. Будет. Так, морепродукты есть. Сейчас можно я сюда. Слушай, а по питанию, хорошо, что ты сам ешь?
Честно сказать, я ем абсолютно все вообще. Все, что захочу, я ем. Единственное, что я не устраиваю там какое-то... Я уже вижу еду. Изначально я когда сажусь за стол, там какие-то праздники там, или еще что-то, я вижу еду, я понимаю, где много калорий, где мало калорий. С чего мне съесть больше, чего съесть меньше. Вот это, а не так, что так, вот это вкусненькое, давай-ка я на это нападу. Нет, Не так, да? Нет, конечно, не так. Потому что я считаю, что в любом питании у людей должно присутствовать все абсолютно. И тортики, и где-то там конфетки, пироженки, там все, что душе угодно. Потому что мир развивается. Мы никак не можем закрывать на это глаза. Так же, как у нас появляются телефоны, появляется что-то новое, сладкое. И это не пробовать, ну, я считаю, что это глупо. Потому что Один раз живем. мы Типа, не то чтобы один раз живем, всегда мир идет вперед, всегда что-то где-то будет новое появляться. В любом случае, и сладости новые будут появляться, и что-то там полезное новое будет появляться. И ну, не стоит это игнорировать, нужно всегда к новому всему относиться хорошо, да, и все должно присутствовать. А когда ты заходишь в магазин и видишь тортики, а ты исключил у себя их из питания, ты реально хочешь, да, поесть торт, это уже не здорово. Стресс будет. Изначально, да, потому что ты ходишь вот такой вот на срыве, хочешь там поесть там какие-то сникерс, да. ну, грубо Как говоря, я вот- грубо говоря, рано или поздно сорвешься. Да, рано или поздно произойдет срыв, а когда срыв бывает, как это происходит? Человек съедает что-то сладкое и начинает такой, блин, я же сидел на диете, мне же нельзя было это сладкое есть. Ну и эту диету. И начинает вот так вот просто сладкое загребать лопатой. Вот это вот приводит к тому, что люди ну, не получают свой результат и не могут удерживать то питание, на котором они сейчас находятся. Так, и что ты тогда советуешь? Ну, своим, допустим, клиентам. Своим подопечным я всегда советую первый такой базовый принцип в питании – это 80/20. Вообще этот принцип можно применять по жизни абсолютно везде. Правило Парито, Да, так называемое, да, есть. Ага. 80% мы оставляем рационального, а 20% нерационального. Вот. Тогда, когда 80% ну, наедено, грубо говоря, полезной едой, 20% можно наедать бесполезной. Всякими тортиками, всякими печеньками, ну и тому подобное. Кола и чипсами. Да, колой, да и кола и чипсы тоже, в принципе, можно. Вот это вот понятие вредности еды, оно уже очень сильно устарело. Понятие ПП тоже устарело. Потому что, по сути, там никакой вредной еды ее нету. Ну, то есть организм может все что угодно переработать, да? Да. Или как? Не то чтобы все что угодно переработать, просто ну, переварить там в любом случае все что угодно, да, но в пределах разумного. Например, что такое какие-то печеньки, да, или сахар? Ну, По сути, вот мы едим рис, например, или гречку. то же самое. Это тот же самый сахар, Да, глюкоза. глюкоза. Да. И ну, просто есть разница, что там 100 грамм сахара съесть или 100 грамм гречки, да? То есть, когда мы съедаем 100 грамм сахара, у нас 100 грамм сахара сразу же в кровь попадает, когда переварится. Когда мы съедаем 100 грамм гречки, ну, я там не помню разницу, ну, грамм 20 всего лишь сахара попадает. То есть, разница вот в чем. Но ни сахар, ни гречка, оно не вредно. Но, по сути, одно и то же. Ну, хорошо, так, дальше. Вот. Поэтому можно есть все, только где-то чего-то меньше, чего-то больше. Когда начинаешь изучать нутрициологию или вообще работать с питанием, ты начинаешь уже видеть еду. То есть, ну, если ты хочешь что-то сладкое, можно есть. Ну, просто немного. Хочешь съесть конфетку, вот съешь её. именно вот это всегда же так считается, да, что, ну, сколько немного, это тут, где вот эта грань? Чтобы эту грань определить, существует как раз таки подсчет калорий. Ну то есть я, когда покупаю продукты, я должен смотреть, так, и вот мой сыр, там, сколько там, это, или как? Да. Или хотя бы примерно Нет, надо считать. ну по сыру, например, вот если брать сыр, то Ну, допустим, продукты, есть которые- яйца. процент жирности сыра. Вот, тогда мы смотрим,
сколько процентов жира на нем находится, там 40-50%. Сейчас даже существуют жиры, сыры, у которых жира там по 10-15%. Да. Они считаются такие достаточно диетические и очень хорошие. Вот. Ну. Если бы подсчет калорий был бы такой неэффективной штукой и не работающей, то на каждом продукте питания его бы не писали. То есть Ну, это да. уже признанный научный факт, который говорит о том, что это действительно так. Возьмите любую конфетку, шоколадку, возьмите Обязательно пишут. любое, да, вообще что угодно в магазине купите, там обязательно будет написано калории, белки, жиры и углеводы. Даже на алкогольных напитках пишут. Да, даже на алкоголе написано, потому что это уже научно доказано, уже очень много исследований, которые, прошло, которые говорят о том, что это действительно работает. У меня предпочтение больше, я всегда основной акцент делаю на белковую пищу, на яйца, творог, ту же самую куриную грудку, да, какое-то мясо, потому что наша проблема сейчас, вот реально проблема современного питания заключается в том, что оно очень жирное и очень углеводное. А мы, Сахара много. да, очень много сахара едим, но на белки мы не смотрим. Соответственно, питание смещается в сторону жирового и углеводного, а это такое питание, оно как раз таки ведет к тому, что люди начинают потихоньку набирать вес. Вот. А всегда ли так? Смотри. В общем, я обычный человек, да. Ну вот, Ага. допустим, у меня проблемы с весом. Я их решил сбросить. И Так, макароны-то уже готовы у нас? да, Они чуть-чуть макароны дальше что должны быть. там. Их надо выключить. Не, сольем. Ага. Слей, пожалуйста, Семен. Вот, допустим, проблема у меня с весом. Я начинаю подсчет калорий вести. Да. Подсчет калорий, сколько я ем и все прочее. И тренировки, допустим, я там на велотренажере там побежал сколько-то, сколько калорий потратил. Обязательно ли так, что вот столько калорий я сел, столько калорий я потратил, соответственно, вес мой должен падать? Ну, это все нужно к этому подходить комплексно. То есть я не даю рекомендации, типа, вот тебе нужно есть столько-то калорий, столько-то тренироваться, тогда ты будешь худеть. Мы работаем постепенно. Любые привычки, изменения жизни, образа жизни человека, их нужно делать постепенно, потому что как раз таки, если дать вот такие вот общие обобщенные рекомендации, типа, ходи 10 тысяч шагов, ешь столько калорий, тренируйся там столько-то раз в неделю, сразу же просто, да, они работать не будут, потому что для человека это покажется очень супер сложно. Ну, то есть какое-то время он может делать, а потом уже, ну, допустим, дойдет до веса и скажет, ну все, и дальше, короче, может Да. какой-то такой же срыв произойти, Да. да, или что? Поэтому я всегда рекомендую начать просто с подсчета калорий. Привыкнуть считать, научиться считать, потому что даже большинство людей, которые считают калории, они считают их неправильно. Они только думают, что там все хорошо и четко, но на самом деле это все проходит не так. Потому что берутся за все подряд, начинают считать калории сразу же, начинают спортом заниматься, очень-очень много на себя взваливают, сразу же резко меняют образ жизни, и это тоже как бы один из пунктов, который может привести к срыву. Поэтому если, вообще у кого-то желание будет начать считать калории, я всегда рекомендую просто с подсчета начать, а уже потом подходить к всему остальному. К всему остальному, в смысле, как к тренировкам, Спорту. да, изменения Да. в привычках жизненных, да? Да даже не то, чтобы в жизненных привычках, а питание, как бы, оно такое. Начинаешь считать калории, это ведет к тому, что у тебя появляется новый инструмент. Тебе нужно каждый ингредиент, который ты добавляешь там в блюдо, его взвешивать, вбивать в приложение. То есть там достаточно такая сложная процедура. И поначалу это может вызывать определенный дискомфорт. Потому что наш мозг это же такая штука, что все новое он старается отвергать. Когда появляется, что такое дискомфортное, он старается отвергать и избавиться от этого. И когда люди переходят на подсчет, первое, с чем они сталкиваются, что начинает напрягать именно взвешивать еду, все это вписывать. Вот. Они начинают взвешивать, вписывать, начинает это напрягать их, подключают спорт, меняют там образ жизни, начинают много гулять, какую-то активность дополнительную делать, и не выдерживают. Поэтому надо подходить более так постепенно, по шагам немного. Так, время, наверное, добавить сливки, да? Да, сливки уже пора добавить. Сливки. Легкие. Кирилл, вопрос. Как ты относишься к БАДам, раз уж ты, твое профессиональное мнение? Честно, нейтрально. Я всегда
за то, чтобы делать питание человека из овощей, фруктов, ну вообще образ питания делать таким образом, чтобы в нем и так уже было много витаминов и минералов. Вот. А БАДы это, конечно, хорошо, я в них ничего плохого не вижу, просто есть неразумное использование БАДов. Очень много людей, если взять тот же витамин D, у нас там все грешат то, что вот дефицит витамина D, солнца не хватает там. И Да, тому подобное. именно нам, якутянам, климатические условия, все На прочее. самом деле у нас климатические условия намного лучше, если брать, например, какой-то тот же самый Санкт-Петербург, где постоянно стоит хмурая погода, тучи затянуты, и солнца они вообще не видят. Там намного ситуация с этим хуже. Ну да, Якутск, если между нами говорят, считается одним из самых солнечных Да. городов в мире, между прочим. Да, вот, Ну. поэтому то, что говорят у нас, то есть солнца не хватает там и тому подобное, ну, на самом деле это не так. И бывает часто такое, что люди, не зная даже то, что у них с витамином D все в порядке, начинают отдельно принимать витамин D. И тогда? И передоз. тогда происходит передозировка витамина D, которая ведет за собой последствия еще хуже. То есть человек начинает то же самое, ну, больше спать хотеть, становится еще хуже, его ленивее становится. Потому что, возможно, у человека не дефицит витамина D, а какой-то дефицит витамина из другой группы, например, В, там, В6, В9, В12, который тоже отвечает за энергетический обмен человека. Ну и, соответственно, у человека не хватает витаминов группы В, он начинает принимать D-витамин, и это все превращается в то, что он становится еще ленивее. Вот, поэтому... Идет переизбыток. Да. Поэтому лучше выстраивать свое питание таким образом, чтобы ну, было достаточно всех Все витаминов. было по норме. Да, все было по норме. А вот как ты вообще смотришь на нашу национальную еду? Вообще, даже индигирка, хан, харта, печень сырая. Насколько она сбалансирована, ты хотел, наверное, спросить, Ну, да? не то, что сбалансировано, вообще, с твоей точки зрения вообще. Что тебе, давай так возьмем, что тебе нравится оттуда и что тебе не нравится? Ну, честно, якутскую, как сказать, кухню я не очень много пробовал. Да, единственное, что я вот люблю строганину и люблю ту же самую индигирку, это очень хорошо. Но если брать, например, на ежедневной основе, естественно, я бы не рекомендовал так питаться. Потому что это все-таки сырая рыба. А любые сырое мясо, то же самое, ну и мясо, и рыба, его в любом случае нужно термически обрабатывать. Потому что усвоение организма очень низкое, когда продукт, ну именно мясо, оно сырое. То есть мясо всегда рекомендуется, и мясо, и рыбу всегда Мы рекомендуется все-таки уже не термически животные. обрабатывать. Да, Да, мы уже люди. да. То есть нужно термически обрабатывать, и в плане рациональности питания, конечно, это не очень. Но съесть стоит. То есть это вкусно, это я сам очень-очень Поднимает люблю. настроение, Да. добавляет эндорфинов. Да, это очень вкусно, я сам периодически это ем, но ну, как бы на ежедневной основе не рекомендую так питаться. Сильный рацион питания от климата он не должен отличаться. Единственное, что у нас ну, отличается, это температура на улице. То есть, когда мы выходим на улицу в этот мороз, у нас немного повышается расход энергии за счет Да, того, ну, что... калорий гораздо больше тратится. Да. Ну, не гораздо больше, но больше. Но больше, За счет да. того, что у нас терморегуляция меняется. Вот, но как-то, чтобы... Плохой пуховик купил, ну и что вы, да? Да, да, да. Просто ну, организм будет тратить чуть больше энергии, чтобы поддержать тепло. Но на само питание это никак не отражается. То есть нам нужны те же витамины, те же минералы, что и всем остальным людям на нашей земле. Вот, поэтому единственное, что именно если брать наш регион, Якутию, здесь очень дорого наедать растительность. У нас очень дорогие фрукты, очень дорогие овощи. Клетчатка, которая обязательно. Да, клетчатка, которая прям ну, очень важна. То есть растительность в нашем рационе у многих людей просто отсутствует. Ну, за счет того, Ну, что... считается всегда, что якут траву не ест. Все. Да. Ну. Просто за счет того, что, ну, во-первых, это дорого. Если брать другие регионы, там в разы бывает то, что овощи, фрукты Ну, мне дешевле. кажется, даже больше привычки, сила привычки. Ну, многие просто не едят и все. Да. То есть нет такой привычки и все. Да, и это- Ну и дорого. Это очень плохо. Это очень плохо сказывается на, во-первых, пищеварении, на желудочно-кишечном тракте и на иммунитете, потому что
очень много витаминов и минералов содержится именно в растительности, особенно там в каких-то зеленых продуктах. Вот. И когда человек отказывается от растительности, ну, есть большая вероятность, что иммунитет будет слабый. Вот. Поэтому я рекомендую всем наедать растительность. И, ну, не то чтобы чем больше, тем лучше, но в пределах разумного. Ну, Вот. вообще Хотя бы там, ну, есть у меня такие ограничения, это как бы для девушек хотя бы 800 грамм любой растительности в день. Ух ты. Для парней 1 килограмм растительности. Растительности. Ну, Да. это туда входит что? Ну, например, овощи. Овощи, фрукты, ягоды, какая-то зелень, та же самая капуста там, ну, прям очень... Слушай, глупый вопрос. А от растительности может быть передозировка? Ну, если, нет, ну, есть, например, вегетарианцы, которые Да. питаются только растительностью, Да. как бы, там никакой передозировки нету, они нормально Ну, то есть нормально, да? живут, да? Ну, потому что, ну, допустим, ты же сказал, что вот, допустим, витамин D, ты там в гранулах давай, короче, Ага. считаешь, что у тебя не хватает, давай его лопать, короче, может быть передозировка, да. Другие витамины, скорее всего, которые химически сублимированные, да, скорее всего, тоже передозировка. Но от обычной еды передозировку невозможно получить. Смотри, Ага. питание, оно, любой уход в любую крайность, ну, я так считаю, это мое личное мнение, он уже неправильный. То же самое, я не поддерживаю ни вегетарианство, там, ни веганство, ни все вот это. Мы с вами люди, мы не животные, мы не травы, да, какие-то. Ага. Мы с вами должны питаться максимально разнообразно. В нашем питании должна быть и растительность, в нашем питании должны быть и углеводы, и жиры, мясо, рыба. То есть, чем разнообразнее, тем лучше, потому что большое разнообразие ведет к тому, что человек начинает получать больше витаминов, минералов и нужных макронутриентов для существования. Когда человек уходит в какую-то степь, типа начинает питаться только растительностью, для того, чтобы ему нормально существовать, ему нужно поддерживать свои какие-то другие витамины и минералы за счет БАДов. Мгм. Но Ну, изначально- придется, то есть, точнее, да. Так что, Да. Но изначально-то нужно тоже понимать, что когда человек появился на свет, не существовало БАДов. Ну Правильно? да, каким-то образом. Люди раньше же Да. вообще же были собиратели, они коренья кушали и все. Да. Древние люди, когда не научились еще охотиться. Ну, вот как-то так. Вот. БАДов не существовало, поэтому изначально даже человек уже по своей природе предназначен, чтобы питаться максимально разнообразно. Вот. И охотиться, где-то есть мясо, где-то есть растительность, где-то углеводы. И рыбы, и все прочее. Да. короче. Ну, все подряд вообще. Все подряд. И чем разнообразнее, тем лучше. Да, можно нам уже засыпать сюда макароны. Так. Макароны передай. Макароны? Да. Ну, мы уже начинаем сервировать, я так полагаю, да? Можно Ребята, начинаем. между разговорами я все болтаю, спрашиваю, а вы что-то уже там приготовили свое. Так, ты говорил же, что паста с морепродуктами Да. со своим каким-то именно твоим рецептом. Чем он Ну, отличается от классического? Просто стараюсь делать всегда, да, четко. Я стараюсь всегда делать, добавлять меньше масла. Если я использую сливки, например, в данном случае сливки всего лишь 10%. Не жирные. Да, не жирные. Просто многие любят добавлять там сливки 33%, поливать макароны маслом, пока они стоят, ждут там и тому подобное. Все это ведет к тому, что повышается калорийность приема пищи. Здесь, в данном исполнении из масла, что здесь? Здесь есть из масла только сливочное масло, которое мы добавили в самом начале, чтобы не подгорели морепродукты. Сливочное? Нет. Оливковое масло, да, мы добавили здесь. Легко. Вот, да, чтобы просто не подгорели морепродукты изначально. Все. Ну, получается, в плане калорийности, в плане белков, жиров и углеводов здесь прям очень хорошо получается. И здесь Да, в этом блюде. сбалансированно все. Да, здесь у нас есть и клетчатка, здесь у нас есть брокколи, здесь есть помидор. Как бы прям очень полный, такой хороший состав у этого блюда. Слушай, опять же по калориям, да? Да. Ну, все равно же действующий спортсмен, он же должен больше калорий потреблять все равно. Все зависит от индивидуальных особенностей. Есть такое понятие, как удержание, есть такое понятие, как дефицит калорий, есть профицит калорий. Это все определяется опытным путем. Ну, то есть сдача анализа и все прочее, каким Да, образом, да? состояние поддержки, оно находится опытным путем, когда человек определяет свою поддержку, когда он не набирает и не худеет.
вроде тренируется, а ничего не происходит, да? Да, это называется состояние поддержки, когда ты упираешься в свой, ну, находишься в энергетическом балансе. Ты не худеешь и не набираешь. Чтобы, соответственно, при тех же условиях начать сбрасывать вес, нужно уходить в дефицит калорий, чтобы набирать вес в профицит калорий. Да, то есть начинать есть больше. Вот. Можем всё. накладывать, да? Да, можем уже накладывать, сервировать, пробовать. Да. Самое лучшее, что сегодня от беседы я сегодня получил, очередное подтверждение того, что, оказывается, все мы правильно делаем. По идее. Но ты, как профессиональный нутрициолог, Ну да. сказал, что можно кушать все, но в меру. 80-20. Да. Ну, отлично. Собственно, так и мы поступаем, кажется. А может же это происходить по наитию, да, ну, по какой-то интуиции, когда я вот сам продукты вижу, говорю, ну, вот это я буду, а вот это, ну, скорее всего, чуть-чуть. Ну, вообще, вот что такое подсчет калорий, да? Для чего он нужен? Ну, я просто этим никогда не занимался. Да, это инструмент достижения определенной цели. То есть, если ты хочешь похудеть, ты можешь взять подсчет калорий и идти по подсчету калорий. Ну, представь ситуацию, ты приезжаешь в другой город, и тебе нужно найти какой-то адрес. Тебе же будет проще зайти в навигатор Да. и найти этот адрес по навигатору и к нему прийти, чем ходить каждый дом просматривать, да? Да, не Вот. париться, ну. Вот подсчет калорий – это навигатор в мире похудения либо набора массы. Вот. Нужно его использовать тогда, когда ты хочешь добиться какой-то цели. Конечно, всю жизнь на подсчете калорий ну, не вариант сидеть. Вот. Но когда ты хочешь какую-то цель добиться, ну, именно изменение своей формы, тогда, конечно, Ну да, утром встаешь, и твое отражение в зеркале и тебе самому не нравится, ну, давай, будь Да. добр, займись, да? да, тогда можно использовать. А если у меня вот 15 лет и внешний вид не меняется, это же я красавчик, да? Ну скажи, шутка. скажи, ты утром просыпаешься, смотришь на себя в зеркало, ты можешь сказать себе, да, ты красавчик? Да, но нет, у меня реально вес не меняется, например, да? Ну, я немножко тоже на спорте, но не так, чтобы сильно, да? Ну, и за... Подсчет калорий никогда не вел, но при этом я вот то, что начинаю кушать, даже на праздник прихожу и говорю, ну вот я вот это чуть-чуть, вот это. Иногда вот могу со стола вообще только, ну, не до конца сытым стать. Ну, это же когда интуитивно же может происходить это. Ну да, просто у некоторых людей центр насыщения работает очень хорошо, гормональный отклик с желудка в мозг приходит очень хорошо, а у некоторых людей он приходит с запозданием. И есть человек, человек да, и в процессе еды он уже, оказывается, уже переел. Да. Да. Ну, может быть такое, кстати. Всем приятного аппетита. Приятно. Да, как часто говорим мы, бон аппетит. Красота. Долго ждал этого момента. С утра ничего не ел специально. Ну да, предыдущий у нас снимается утром, будет показываться вечером. Кирилл, ну что ж, я хочу выразить тебе свою благодарность за то, что ты согласился и пришел. И столько интересную беседу, да? Самое главное, я еще раз подчеркну, мы получили очередное подтверждение того, что все-таки тенденции в питании меняются. Можно кушать все, это вообще классно. Да. И пожелания нашим телезрителям немножко. Я думаю, вот на эту камеру. Дорогие друзья, я поздравляю вас с наступившим уже Новым годом. Желаю вам процветать, становиться здоровее, делать свое питание как можно здоровее. Питайтесь разнообразно, кушайте все, не заморачивайтесь. И пусть у вас все будет хорошо, и ваши цели становятся вашим результатом. Всем спасибо, всем пока. А мы на этом потихоньку с вами прощаемся. Я Петр Цыпандин, Семен Тарбахов, Кирилл Дворников. Передача «Просто вкусно», канал Якутия 24. Уходим за кадр потихоньку и продолжаем кушать.